Здравствуйте. В начале короткое информационное сообщение. Накануне в республиканском пресс-центре журналисты осудили, как они выразились, пьяные выборы депутата Заложного округа. Напомню, что в воскресенье жители Залога выбирали депутата взамен выбывшего. Ну а поводом для того, чтобы назвать эти выборы пьяными журналистам, послужили, как они считают, многочисленные факты подкупа избирателей. Кого-то подкупали, как они считают, за 100 рублей, кого-то за бутылку водки. Ну, правда, ни прокуратура, ни избирательная комиссия никаких криминальных, так сказать, следов вот такого подкупа в этот день в Залаге не обнаружили. Ну а тем временем действующие депутаты окружного совета в среду собираются на очередную сессию. Среди прочих им предстоит обсудить проект устава столицы нашей республики. Ну а кроме того, в повестке еще примерно 20 вопросов. Ну, я назову, пожалуй, 3 из них, которые, на мой взгляд, являются социально значимыми. Ну, во-первых, речь идет о прогнозе социально-экономического развития столицы нашей республики на будущий год. Кроме того, депутаты планируют внести изменения и дополнения в муниципальную целевую программу строительство и благоустройство жилья для работников бюджетной сферы, а также жилищно-коммунального хозяйства. Ну и, наконец, рассмотреть и, наверное, утвердить новую муниципальную целевую программу обеспечения жильем молодых семей. Из Нерюнга пришло печальное сообщение. Накануне здесь состоялись похороны одного из наиболее перспективных молодых спортсменов нашей республики, Романа Добрянского. Ему, тяжелоатлету этому, исполнился всего лишь 21 год. За короткий срок он стал чемпионом, бронзовым, серебряным призером Российской Федерации по тяжелой атлетике. Ну а причины, которые побудили его покончить жизнь самоубийством, пока об этом ничего не сообщается. Тем временем в Ростове на открытом чемпионате этого города по бодибилдингу и фитнесу житель столицы республики Виктор Салтыков стал победителем весовой категории до 80 килограммов. Помимо медали, это позволило ему получить место в сборной команде этого города для участия в чемпионате страны. Через неделю он открывается в Санкт-Петербурге. Ну а теперь давайте обратимся к главной теме сегодняшней передачи – открытию нового театрального сезона в Якутске. Ну вот так вот эта тема в рабочем плане ЭКСа обозначена. Ну на самом же деле жизнь, как всегда, многограннее и сложнее намного, чем рабочие наши планы. И потому оба моих собеседника, я их представлю чуть позднее, вышли далеко за рамки этой темы. В Русском академическом драмтеатре имени Пушкина сезон откроется в пятницу 13 октября. Ну, это я к слову о том мифе, что, мол, актеры люди суеверные. Ничего подобного. Пятница, да еще 13 число, их не остановили. И более того, 13-й номер – это название пьесы, которой откроется сезон. И это еще не все. С этой комедии Куни начался роман, можно, наверное, так сказать, директора театра Ивана Подойницына с театром как таковым. Случилось это еще в Благовещенске, когда будущий директор учился здесь в речном училище. Впрочем, упоминание об этом театре мы с вами еще услышим в сегодняшнем интервью. Утром я вот наблюдаю из своего музея, музей у нас выходит как раз на площадь. Я стою утром, когда я прихожу, я обязательно туда подхожу, в этот музей, и смотрю в центральное окно. Ну, много окон, а вот оно центральное, смотрю, люди идут, и вольно-невольно, и даже едут, поворачиваются к Александру Сергеевичу. Иван Иванович, а вот то, что касается репертуара, новый сезон, новые работы. 6 спектаклей в год. Вот ваш покорный слуга здесь служит много лет, 21, а вообще театр поставил 131 спектакль за всю свою жизнь. Это 6,6 спектаклей каждый год. Как правило, должно быть 2 таких детских. Ну, из 6 спектаклей мы очень любим детей, ну, кто их не любит. Ну, поскольку у нас в Якутске нет детского спектакля для детей, да, театра, не спектакля, да и театр, и спектакля тоже, то мы несем этот крест. Потому мы несем еще и потому, что эти дети по какой-то причине растут. А раз они растут, они потом становятся завсегдатаями театра, а у них, к счастью, еще появляется дети. Вот какая-то так... Удивительная вещь, да? Да, удивительно. Она появляется, и все. И опять же идут сюда. Вот только я старею, а все остальные молодеют. Идут, и идут, и идут. Ну, и еще подержусь. Нам же ведь еще нужно не только для себя сделать спектакль, вот, чтобы только город знал. Нам нужно поехать еще и... Может быть, а в нынешнем году, ну, не в нынешнем, на будущем мы поедем в Благовещенск, это мой родной город, где я имел честь служить, так сказать, флоту в Хабаровске, Благовещенске. Я флотский офицер, и мы туда обязательно поедем.
Поэтому мы учитываем, ну, все, так сказать, какую-то тасовку делаем, чтобы, ну, трудно сейчас сказать, но подумаем. Ну, Благовещенский, между прочим, не маленький свой драматический театр А русский. вот это как раз моя гордость, по той простой причине, что первые шаги в театре я сделал в Благовещенском театре. Так даже так еще. Да, это по той простой причине, что я когда в Благовещенском речном училище учился, и нужно было в спектакле 13. Опять 13? Ну так. И я был старшиной роты, и пришли и сказали, вот нам нужны по мальчишке, так сказать. Ну, я сказал, ну, вот я дам, ну, если вы не возражаете, возьмите меня. Они взяли, и там я расписался на сцене, что я буду директором. Ну, где-то так вот, позади, где не видно ничего. Ну, символически, разумеется. Вот такие. Так подождите, вы тогда, получается, дебютировали в спектакле «13», которым открывается этот театральный сезон в русском уже театре. Да, что поделаешь. Ну, вообще все закольцевалось в жизни. Ну, не надо так закольцевалось. А может быть, она жизнь из этого и состоит? Да, все Ничего связано. же не поделаешь. Все связано. Да. Кто-то женится, кто-то разводится, кто-то рожает, а кто-то так идет своим путем и женится, и не разводится, и рожает детей, дети детей рожают. Вот я из этих. Вот какие пироги с котятами. Иван Иванович, ну что, спасибо за интервью и удачи вам в новом сезоне, вам и вашему творческому коллективу. Ну и чтобы, конечно, гастроли, о которых вы говорили, состоялись и прошли благополучно. Состояться, так положено. Я в какой-то мере почти что, не без слова почти что убежден, мы готовы, а готовность номер один, как я офицер флота, советский офицер, я отвечаю за своих солдат. Иван Подойницын крепко держит штурвал управления Русским драматическим театром уже 21 год. Ну а второй мой собеседник, Анатолий Николаев, работает директором Саха-театра, как мне кажется, 8-й сезон. Надо сказать, что театр уже начал, собственно говоря, работу сначала 8 числа, а потом 12 числа зрители увидят на его сцене пьесы по ранним рассказам Саурона Малона. Это своего рода дань театра, труппы к юбилею якутского классика. По этой же самой причине, видимо, Анатолий Николаев предложил записать интервью относительно открытия нового театрального сезона не где-нибудь, а в музее театра на первом этаже. Вся экспозиция его посвящена столетию Саарон Амалона. Ну а что касается официального открытия сезона, я уже упоминал, что спектакли идут, но официальное открытие театра, сезона вернее, состоится только 17 октября. Почему 17? В 25 году, 17 октября, по старому календарю, по-моему, 26 октября, открылся наш театр. Да. А был первым директором нашего театра, организатором этого дела, наш классик, драматург Алампа Сафронов, Анемпадис Иванович Сафронов. А вот еще, 14 ноября исполняется 120 лет со дня рождения Алампы. Ну, кстати сказать, вы открываете сезон как раз Алампой ведь? Да, Алампой, поэтому и Алампой открываем. Нынче очень много, да. Это 140 лет со дня рождения Кюлемнюра Василия Васильевича. Вот сейчас готовится произведение, пьеса, да. Пишется еще. Да, пишется, да, Харусхал пишет. Но на днях мы должны читать. Если это стоящий материал, значит, мы должны сразу это поставить к концу ноября. Но это творчество. Желание. Да, желание. Хочется, чтобы он почему и не дает пока читать, уважаемый Василий Егорович, но думаем, что у него выйдет, потому что да, у него опыт есть. Он написал, вот, «Я вернусь», там впервые же мы слышали такие имена, как Манеттах, сын Манеттаха, как Сербяка, как Кушнарев, как Кривошапкин. Да, впервые же слышали. Да. И многое, наверное, наши открытия. Вот, наверное, и Кюлемню, наверное, тоже будет каким-то открытием. Мы про него еще полностью не знаем. Потому что, он такой человек был. И той власти был неудобен, и этой власти был он неудобен. Но он великий человек. Мы должны что-то, наверное, свое слово, словами театра должны сказать. Да. Анатолий, вот если иметь в виду сезон открывающийся, да. Скажем, чем он будет отличаться от сезона предыдущего? Отличие очень большое, потому что мы будем заниматься прокатом спектакля.
Мы очень много выпускали. В год в среднем 6, 5, иногда даже 7 наименований выпускали. Но мы эти спектакли толком сюда у своего зрителя не показывали. У нас отъезды, эти фестивали, гастроли. А нынче хотим сидеть у себя и заниматься только этим делом. И гастроли мы внутри республики. Ну, то есть, скажем, если прошлый сезон был такой презентационный, республики и так далее. Да, вот, например, вот прошлый год. Прошлый год чем знаменателен? Мы открыли, я сейчас могу сказать открыто, так, мы открыли дорогу своим братским республикам. Это Тува, Хакасия, Горный Алтай, Бурятия и Монголия, даже Китай. Да. Сейчас может любой человек, любой гражданин нашей республики может пойти на эти регионы и делать свое дело. И по экономике, и по политике. И там его будут Потому что мы там сделали такую почву, сердечную, именно человеческую почву. Вот, наверное, и суть, смысл театра, искусства, всего, духовности, наверное, заключается в этом. Делать где-нибудь, хоть в любой точке в мире, делать почву для дальнейшего развития нашей республики и всей России, и всего человечества. Мы же приглашаем своих, этих братьев республик. К нам приедет, вот весной приедет Хакасский театр Читиген, приедет Тувинский театр, следующий год приедет Монгольский театр, из Монголии приедет. Мы, если получится, в 2007 году организуем в Хакасии. Если Хабар откажется в Хакасии, хочется там организовать желанный наш кочевой фестиваль, а потом в 2009 году пойдет Элисте. Это же каждым годом у нас будет столько друзей, столько понимающих друг друга людей. Он даст большой результат всеобщего развития нашей республики и всей России. И еще мы хромаем детский репертуар. Театр же это прекрасное, чтобы они были духовно сильными людьми. Почему сейчас мы хромаем? Почему у нас город такой страшный? Почему у нас улицы такие страшные? Почему у нас молодежь так ходит безобразно? Потому что здесь нету. Тут культуры нет. Тут культуры нет. Город когда красивый? Вот когда дома красивые, когда в них живет такой человек духовно богатый, тогда он красивый. Я так думаю. А просто так дом, он красивый не может быть. Ну что же, вот этот пассаж относительно социальной роли театра, актеров в воспитании подрастающего поколения и людей, населения вообще, ну, наверное, может быть, кому-то покажется и излишне пафосным. Но не спешите делать выводы. Все очень сложно в театральной жизни, вернее сказать, за кулисами наших театров. Дело в том, что в Элтумене буквально вот в эти дни готовится проект, который позволит, ну, как считают чиновники, как считают депутаты, оптимизировать расходы наших театров. Ну, грубо говоря, сократить эти самые расходы на 20%. Наверное, в этом случае чиновники хотят на себя переложить ответственность, груз ответственности за вот это самое воспитание их подрастающего поколения. Вполне возможно, что в этом своем стремлении они достигнут каких-то высот в риторике, объясняя населению, нам с вами, что такое что хорошо и что такое плохо. Но очень сильно сомневаюсь, что это получится у них лучше, чем у наших театров. Вот такими несколько грустными воспоминаниями о будущем я бы и закончил этот рассказ относительно начала театрального сезона в Якутске. На сегодня все. До свидания.